Селям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і всьому світу, де люди цікавляться нашою війною з так званою Російською Федерацією, а насправді Російським Рейхом, який злочини якого все жахливіше стають, і ще ми не про все знаємо. І було вже майже щодня обстрілюють Київ дронами, ракетами тощо. Але сталося нарешті те, на що багато хто чекав і не тікав, але таке може лише статися фізично, щоб це обговорювати. І я радий дуже, що першу українську, скажімо так, контратаку на столицю Рейху Москву ми почнемо обговорювати з військовим експертом, з людиною, до думки якої я дослухаюся зазвичай. Це Юрій Федоров. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую. Перейду на трофейную мову. Ну, я даже, я так называю, правда. Но я действительно умею ей пользоваться, что правда лучше многих так называемых русских журналистов, вот, ну, по крайней мере, грамотнее. Вот. Они почему-то языком своим не владеют. Я не знаю, почему они так вот относятся, но это их дело. Вот. Ну, а к вам простой вопрос, то есть даже вопрос никакого нет. Комментируйте, пожалуйста, что произошло со всеми вытекающими и втекающими последствиями. Вы имеете в виду атаку Да, дронов, которые обрушились на Москву сегодня рано да. утром? Ну что, если говорить предельно кратко, ну, я бы сказал, повторил старую формулу око за око, зуб за зуб. Начинается, видимо, вот то самое возмездие, которое необходимо для того, чтобы Российская Федерация или Российская Федерация, как угодно, можно назвать Российский рейх, тоже интересно было бы. Да, это начало того, чтобы у тех, кто отправляет эти дроны, эти ракеты нацеливает на Киев, на другие города Украины, чтобы у них, в общем, появился страх Божий, понимание того, что это не может остаться безнаказанным и не вообще когда-то там, после того, как будет одержана победа, и этих людей, да, дай-то Бог, поведут на суд, будь то в Гааге, будь то в другом месте, неважно. А возмездие может настигнуть и гораздо раньше, и в процессе, в ходе войны, когда на голову и на особняки людей, которые выстроили их в самых таких престижных, ранее еще вот прежний, при прежнем режиме относительно привлекательных районах Подмосковья. Сейчас, наверное, там все застроено таким новомосковском стиле домами, и уже от природы ничего не осталось, но тем не менее. В общем, на голову могут сыпаться не только осенние листья, но и гранаты, взрывчатка, дроны камикадзе и прочее, все прочее, что связано с этой войной. Вот, собственно, это самое главное. Теперь ведь не случайно же цели, ну, во всяком случае, места ударов или места падений, как там по-разному еще будут разбираться в том, что, собственно, произошло. Но, в общем, понятно, что вот беспилотники наносили удары, падали повторяю, по тем самым районам, где любит селиться российская номенклатура, верхушка российского, значит, бизнеса, интеллектуального класса и так далее. Ну, соответственно, не по рядовому российскому обывателю этот удар нанесен, хотя и рядовой обыватель тоже заслуживает, на мой взгляд, в Москве достаточно серьезного такого душа, может быть, в виде падающих с неба гранат, а по тем людям, от которых что-то зависит в России. И чем раньше они поймут, что угроза для них тоже существует, тем скорее они постараются тем или иным образом завершить войну.
Вот, собственно, то, что произошло. А, Конечно, да, конечно, для российского руководства и для российского обывателя это было неожиданным. Но не могло прийти в голову, что, в общем, в столицу Святой Руси может обрушиться какое-то оружие. Это, в общем, было за пределами того, что представляли себе люди, ну, русские, там, жители Москвы, московиты, как угодно, московиты, москали, не знаю, как правильнее было бы назвать. В общем, да, неприятный сюрприз, но закономерный. В общем, так оно и должно было случиться рано или поздно. Я думаю, что это будет продолжаться. И чем сильнее будут атаки на Москву, тем скорее будет победа Украины, и тем скорее в российском истеблишменте возобладают какие-то, ну, более или менее здравые идеи, если, конечно, это вообще возможно. Ну, значит, вот иными словами, так сказать, просто уговорами, обращением к каким-то гуманистическим ценностям, гуманным соображениям, конечно, с этими людьми разговаривать бессмысленно. Разговаривать можно только при помощи силы, ну, в данном случае при помощи беспилотников. Вы, может быть, в курсе, не в курсе, но это, скорее всего, те беспилотники, ну, я, по крайней мере, намек такой читал у блогера известного молодого украинского Сергея Стерненко, который вместе с Сергеем Притулой, известным волонтером, собирали на эскадрилью, и вот очевидно, что это их эскадрилья, то есть это такая народная месть, кроме всего прочего еще, то есть люди собирали деньги на эти беспилотники, вот, судя по всему, так, но и я просто в курсе чуть-чуть этой проблематики. У меня друг волонтер делает, правда, другие дроны, но тяжелые бомбардировщики только для фронта, да, ближнего относительно боя, что вообще промышленность производства беспилотников в Украине совершила рывок. И очень скоро об этом узнают все, и на фронте непосредственно, и вот, как мы видим, в далеком тылу, как они считали, что в тылу. Вот как-то помню в интервью, по-моему, Financial Times, не в интервью, статью он написал, генерал Залужный, может быть, вместе с Забродским, просто уже не помню, какая из статей, где он сказал, что россияне, они ощущают безнаказанность, и это самое главное, что у них надо отнять. И я, в принципе, так подумал, что Залужный прав, и это, в принципе, одна из главных скреп. Вот это «а нам-то за что?» Да, но вот они любят так говорить, типа, мы же все можем, а нам за это ничего не будет. Вот вы, может быть, видели реакцию на это с той стороны, но я видел вот то, что я успел посмотреть, это аудиозапись Пригожина, вот этого вагнеровского, где он матюками кроет элиту российскую, говорит, ну что же, где же ваше ПВО, вот пусть ваши там все особняки рассыпятся, ну такое вот что-то там, вы не патриоты и так далее. Что вы можете сказать про реакцию, насколько это их задело? Я думаю, что задело очень сильно, потому что, ну, во-первых, вот реакция Пригожина – это реакция достаточно типичная для людей, которых называют турбопатриотами, ну, таких откровенно фашистующих, Мгм. м, людей, которые хотели бы видеть победу Украины, победу над Украиной, ну и, значит, разгром Украины и так далее. Такая, да, такая реакция вполне понятна. А где же ваше ПВО? А вообще, а где же наше ПВО? А где же ваше ПВО? В общем, ПВО-то оказалось дырявое, и дроны долетают от Украины. Я думаю, что мы можем, в общем, прямо говорить, что это, конечно, не какие-то дроны, которых запускают из подмосковных лесов, хотя и это, в принципе, возможно. Ну, в общем, дроны долетают спокойно до Москвы, пролетая сотни километров. Но это свидетельство того, что военно-промышленный комплекс и научные учреждения Украины, в общем, способны производить
то, что не способна производить российская наука и российская военная промышленность, потому что Россия закупает эти дроны, свои дроны, шахеды эти пресловутые, закупает в Иране, который, кстати, в общем, никогда особым не входил в число таких технологически и промышленно развитых стран. Но вот приходится в Иране закупать. А Украина делает сама. И ведь не только вот те люди, о которых вы говорили, но я помню, в начале этого года были сообщения от, по-моему, от владельца или конструктора дронов, или владельца фирмы, которая их производит, или одного из руководителей Укроборонпрома. Я сейчас просто не берусь помнить, но это был человек, который занимается дронами в Украине. Он сказал, что, в общем, да, у нас готова целая линейка беспилотных летательных аппаратов, которые предназначены для решения разных задач. И вот в течение года эти аппараты появятся. Вот они и появились. И, судя по всему, вполне эффективные беспилотники, вполне эффективные дроны, способные вызывать панику в российском обществе, в российских верхах. Да, но вернемся к реакции российского населения. Так вот, да, с одной стороны, вот это вот приступ невероятной злобы, а где же ваше ПВО? Это одна реакция. Есть другая реакция. Вот она тоже интересная. Это реакция определенной части тех людей, которые называют себя либералами, и, так сказать, интеллектуалами и так далее. Они в ужасе говорят, ну как же так, ну что же это такое, ведь нехорошо же, когда по Москве стреляют дронами, это чуть ли не Мгм. преступление, говорят они. Но, в общем, это, на мой взгляд, это еще более показательная реакция, когда мы говорим о России, о российском, так сказать, образованном классе, потому что, да, теоретически они, в общем, вроде бы и против войны, но потому что война принесла им целый ряд неудобств. Но они же не против режима, они против того, чтобы им на голову сыпалось что-то там такое. И вот маски, вот эти либеральные маски с их лиц спадают, они начинают бить себя кулаком в грудь и говорить, а как же так? Нет, это мы, на это мы не согласны. Э, Ну, а кто их спрашивал? Хотел бы я знать. Никто их не спрашивает. И вы знаете, вот есть некоторые люди, которые... Я вас не слышу, Юрий, что-то со звуком А, произошло. Да. Ага. так, у меня все Вот вроде теперь нормально, теперь слышу, да. теперь нормально, да? Нет, что-то... Не знаю почему. Вроде Ну, все у продолжайте, меня. просто продолжайте, ничего Ага, страшного. Да. хорошо, хорошо. Так вот, есть такая тоже реакция, вот, на мой взгляд, ну, немножко анекдотичная. Люди говорят, ну как, вот мы, конечно, понимаем, почему Украина наносит вот такие удары, отвечает на удары. Но, понимаете, вот такие удары по Москве, по москвичам в перспективе, они могут привести к тому, что российское общественное мнение будет поддерживать Путина. И поэтому не надо бы Украине вот так поступать. Да, но, во-первых, должен сказать, что в России вообще власть имущие никакого внимания на общественное мнение не обращают. Это во-первых. Во-вторых, большинство общественного мнения в России, в общем, к сожалению, но так оно есть, и нужно смотреть на это открытыми глазами, говорят о том, что вообще-то большинство общественного мнения поддерживает Путина. Или вообще абсолютно равнодушно. Ну да, убивают украинцев, умирают украинцы, ну что же делать?
Ну вот, а нас-то это не касается. Нет, вот, друзья мои, касается. Теперь уже будут касаться. И не только в Белгородской области, не только там где-нибудь в Брянской области, но и в Москве тоже. Э, Вот. Ну, я Так что... как раз про Да. Белгород следующий вопрос хотел задать, да? Ага. Ну, давайте так. Во-первых, что это было? Во-вторых, невозможно воспринимать этот рейд, да, но до этого в Брянск был небольшой, тут уже большой рейд в Белгородскую область. Невозможно воспринимать в отрыве от картины всей войны, от стратегии, да? Вот как вы анализируете, частью чего есть, какой стратегии является такое тактическое решение? Ведь понятно, что там удержать большую территорию не удалось, и ни планов таких не было, и не ставилась такая задача. А какая задача, на ваш взгляд, ставилась, и насколько она выполнена, и что может быть дальше? Какая задача ставилась, я не знаю, но думаю, что вот если бы я планировал этот рейд, я бы поставил задачу такую: показать, что российская погранслужба, показать, что российская ФСБ и прочее, вся эта огромная когорта правоохранителей, репрессивных органов и всего прочего, что она просто способна на очень ограниченное количество решения очень ограниченного количества задач. Да, разогнать демонстрацию, которая бросает там бутылочки пластиковые, они могут, а сдержать рейд проникновения на территорию, священную территорию Российской Федерации, которую это вообще, ну, как сказать, немыслимым этого не может быть, потому что не может быть никогда, но ведь случилось, и значит, вся эта система безопасности, она никакую безопасность обеспечить не может. А раз так, значит, у тех людей, которые действительно готовы в России, возможно, такие есть, выступить с оружием в руках против режима, ну, тогда появляется шанс. Если в Белгороде пропускают на территорию области, пропускают вооруженную группу, неважно в данном случае, что это за группа, ДРГ Главного управления разведки, или это русский добровольческий корпус, или что-либо еще. Важно, что это противники режима. Они проходят, они решают какие-то свои задачи, там разгромили вроде бы парочку полицейских участков. Это первое. Значит, с режимом можно бороться. Режим – это совсем не тот какой-то страшный зверь, которого он, конечно, отвратительный, но он не способен сопротивляться, если против него выходят более-менее подготовленные вооруженные люди. Уже хорошая, так сказать, задача, да, хорошая цель. А теперь можно посмотреть еще на, так сказать, а как может развиваться дальше события? А могут развиваться вот как. Ну, хорошо, 100 человек, ну, видимо, так мы говорим, сотни человек, они прошли, заняли райцентр, Грайворон, или Грайворон, не знаю правильно, как будет. А если войдет 1000 человек, а может быть, они займут Белгород, и тогда уже придется русской армии перебрасывать там одну бригаду за другой для того, чтобы этот город освободить. А если это будет еще и Брянск, а если это будет еще и что-нибудь другое, там же несколько приграничных областей. Значит, это может стать, в общем, очень болезненным ударом уже в военном отношении по режиму, по российской власти. А это приятно Но это приятно, но еще и полезно. Я вот и полезно, да. да. Смотрите, я как раз читаю, ну, это короткий там выжимка из Financial Times, опять-таки, аналитическая статья, ну, видно, что писали ее люди, по крайней мере, те, кто советовались с военными, и они тут украинскую мову, но я думаю, вы все поймете, чтобы мне в голове не переводить, я прочитаю Пойму, по-украински. да. Да. Розумію трошки. Атаки безпілотниками і прорив кордону є формувальними операціями України, пише Financial Times. Британське видання пише, що Україна проводить операції з формування обстановки, аби ввести в оману
чи відволікти увагу російського командування і сформувати сприятливе для себе тло для контрнаступу. Дослівно, цитата, Українська правда цитує. Спочатку був загадковий удар безпілотника по Кремлю, потім було вторгнення, ну от про що ми, да, незручні наслідки якого для Москви можуть змусити її перекинути фронтові війська в прикордонні регіони. Потім, наприкінці минулого тижня, Україна здійснила атаку морських безпілотників. Ми про це ще не згадали. До речі, теж треба обговорити з флотом ситуацію. Так, значить, на російський шпигунський корабель у Чорному морі у вівторок вранці до 2 десятків безпілотників атакували Москву. Напередодні довгоочікуваного контрнаступу Києва, який має на меті повернути окуповану територію, такі атаки є лише 4 з дедалі сміливіших операцій з формування обстановки англійською Shaping Operation, які Україна розпочала цього місяця. Від символічних ударів до більш стратегічно важливих атак, ці операції із формування є частиною стандартної військової практики. Їхньою метою, за словами представників оборонного відомства та аналітиків, є обдурити ворога, втрутитися в його мислення та іншим чином сформувати поле бою перед великим наступом. Ну, кінець цитати. І чи ви погоджуєтеся, чи як? Ну что, очень грамотный, с моей точки зрения, анализ. Действительно, формировать театры военных действий. Но конкретно, если говорить, во-первых, это расширение, мы уже говорили, расширение возможных направлений наступления. А если это будет наступление в Белгородской области, а если это будет наступление не в Запорожской или в Запорожской плюс Белгородская область, или там Брянская область, ну, например, это, конечно, это создает вызывает напряженность и в российских политических верхах, и в военном командовании, а в состоянии напряженности, в состоянии стресса люди вообще делают много ошибок. А в данном случае, я так понимаю, будут делать больше ошибок, чем обычно, если говорить о российском руководстве. А потом создается еще, кстати, расширяется поле неопределенности, я бы сказал. Ну, не знают, где будет нанесен удар. Будет ли из-под Гуляй-Поля куда-нибудь на Волноваху или на Токмак, или же, а вдруг будет нанесен удар по Белгороду. В общем, количество вариантов, которые должен рассматривать российский генеральный штаб, должен рассматривать в Кремле, резко увеличивается. Уровень неопределенности возрастает, а это все создает неблагоприятную ситуацию для российского командования и, наоборот, благоприятную ситуацию для командования вооруженных сил Украины. Вот как я понимаю то, что имели в виду авторы статьи в Financial Times. Ну, я думаю, что тут еще такой момент, что инициатива, идеологическая инициатива войны не в Москве уже, ну, очевидно, да, то есть условия ставит Украина, неожиданности делает Украина. От русских мы, ну, вот они только участили бомбежки Киева, но это не неожиданность, мы уже это видели все, да, вот, как бы Украина делает неожиданные шаги, такие, и никто правда не знает. Но я думаю, что действительно человек 5 могут знать максимум о том, что реально планируется. Да, в общем, военный, наверное, сказал бы, что Украина перехватила стратегическую инициативу. Она, ну, то, о чем вы говорили, она навязывает вооруженные действия там и тогда, где и когда считает это для себя полезным, выгодным и находится в благоприятных условиях. А это очень важно. Кто значит, заказывает музыку, я бы сказал, вот в этой войне, значит, кто определяет, где будет нанесен удар. Ведь не русские сейчас определяют, а они находятся в состоянии некоторого такого, ну, есть, по-моему, в боксе такой термин гроги, да, когда после нанесения удара, значит, боксер какое-то время находится и теряет способность к координации движений, вообще к осознанию того, что происходит.
ну пусть на несколько там секунд, но тем не менее. Так вот и русское командование сейчас находится, и политическое команда руководства находится в состоянии некого гроги. Не потому, что вот так уж очень большие потери, да не было особых потерь от сегодняшнего этого атаки на Москву, но неожиданность, но непонятно, как реагировать. Путин вообще молчит. Замечу, он ничего Но не говорил он про... сказал, что ПВО сработали в штатном режиме удовлетворительно, но мы будем усиливать их. Вот так он сказал. Ну вот, ну хорошо, ну пусть усиливает. Пусть усиливает, а ведь, значит, для того, чтобы усилить ПВО вокруг Москвы, нужно тогда снять какое-то количество этих батарей с фронта, например. Тоже хорошо. Это же тоже опять происходит на фоне того, что Украина готовится, уже осваивают летчики F-16, да, и, конечно, чем меньше ПВО, тем лучше для F-16, очевидно. То есть это тоже, наверное, связанные вещи. Конечно, естественно, потому что и летчики, и истребители, и ПВО, все это работает в едином комплексе. А, И для того, чтобы авиация действовала более или менее, более уверенно, чем в другом случае, значит, нужно еще и при помощи ПВО как-то давить или не позволять ограничивать действия, связывать действия авиации противника. Это же, в общем, ну, это очевидные вещи. Скажите, Юрий, а как вы думаете, вот атака дронами морскими, да, тоже там серьезная дыра образовалась, то есть корабль выведен из строя на какое-то время. А вообще вот, исходя из тех вооружений, которые уже имеет Украина, гипотетически можно себе представить массированную атаку ракетную ну, не очень маневренные объекты, имеется в виду корабли Черноморского флота, с тем, чтобы лишить вообще Россию, ну, или максимально ограничить ее, ну, короче, уничтожить большую часть флота Черноморского. Вот если Черноморский флот зайдет в зону действия противокорабельных ракет как производства Украины, это «Нептун», так и тех, которые Украина получила от союзников, это «Гарпун», это американо-английская, по-моему, ракета, ну, во всяком случае, Да. американская. Значит, да, это примерно 280-300 километров от береговой линии. Ну, если эти комплексы поставить на берег моря, ну, значит, вот в этой зоне примерно, там, ну, будем считать 250 километров. Да, но ведь там же русские корабли уже и не показываются в этой зоне. Да, они понимают, что, в общем, чревато и не случайно все-таки корабли переведены, в основном базирование перешло в Новороссийск из Севастополя. Слушайте, Но вот Юрий, а скажите, пожалуйста, вот к F-16 хочу вернуться. Ну, понятно, для чего нужна, как бы уже говорят и эксперты из западной, что война без авиации, она невозможна, но наступательные операции точно. Сказали про 120 минимум, которые нам необходимо, ну, F-16, ну, или аналогов каких-то, и так далее. Там еще идет речь про немецкие самолеты, про шведские самолеты. Я думаю, что мы всего не знаем. Вот насколько действительно критично зависима наземная операция от авиации в наших условиях? Ну, что я хочу сказать, что, допустим, русские самолеты, в общем, боятся залетать в зону действия украинских ПВО. Но, то есть, никто не бомбит Киев самолетов и так далее, да, то есть, они боятся, они стреляют со своей территории, ну, с оккупированной там и так далее, да, вот, значит, уже боятся, еще нет никаких F-16 и так далее. А в принципе, вот и насколько это изменит картину войны, наличие F-16, и насколько они сильней, аналогов нету вот этих русских, то есть можно ли приравнять F-16 с его вот вооружением, ну я видел там, ну и вы, наверное, тоже, конечно, видели ракеты и так далее, и вообще его как самолеты, как часть системы, значит, воздушные ПВО связанные и все, насколько он сильнее среднего русского самолета вот своего класса, например, если и можно сравнить их? первое, можно ли без авиации? Можно.
вытеснили российскую армию с правобережного плацдарма в Херсонской области без особого использования авиации, освободили Харьковскую область. Помните эту историю в Да, начале конечно, сентября? как же не помню. Ну, еще бы, да? Значит, не было авиации. Ну, там, конечно, люди, связанные с авиацией, могут сказать, что да, ну, так вот сложились обстоятельства, это уникальные ситуации. Конечно, уникальные, но все в мире уникально, и любая ситуация на войне, она является уникальной. В общем, можно, если у вас есть хорошая дальнобойная артиллерия, которая может выполнять функции нанесения ударов по оперативным тылам, то есть то, что должны делать самолеты. И если у вас есть хорошая и достаточно разнообразная и в необходимом количестве противовоздушная оборона, в том числе противовоздушная оборона там, на уровне бригады или, ну, в основном на уровне бригады, да, тогда, ну, в общем, конечно, лучше иметь авиацию, чем не иметь, но можно кое-что делать и без авиации. Теперь, чем F-16 хорош? Понимаете, F-16 это платформа, которая может выполнять разные задачи в зависимости от того, Ну, то что... есть он универсальный самолет такой. Я так посмотрел. О, абсолютно, да, Да. это универсальный самолет. Ну, то есть это не совсем универсальный. Значит, зависит от того, какое оборудование вы значит, на него подвесите или значит, им оснастите. Это может быть и самолет радиоэлектронной борьбы, это может быть самолет-разведчик, это может быть бомбардировщик фронтовой и так далее. Он может выполнять задачи, скажем, противовоздушной обороны и нанося удары по российской авиации, и, скажем, с помощью этих самолетов, ну, как и любых других перехватчиков, можно хорошо уничтожать крылатые ракеты, можно уничтожать вот эти самые дроны, не хуже, а в некоторых случаях лучше, чем, скажем, это делают наземные службы. Если сравнивать F-16 с российскими самолетами, ну, тут ведь не только тактико-технические данные, тактико-технические характеристики важны, да, они, в общем, вот эти современные русские самолеты Су-34, Су-35, ну, Су-35 их, МиГ-35, их очень мало. Вот по отношению к, скажем, к самолетам более предыдущего поколения, предыдущих модификаций, да, это самолеты более эффективные. Но самое главное заключается в том, что даже не в железе, а в тактике. Вот я так думаю, что и летчиков из Украины учат именно этой тактике их применения, когда они действуют в единой системе вместе с наземными войсками, то есть наносят удары туда, где там и туда, где это нужно, вот непосредственно наземным частям и соединениям, которые ведут бой. Если они действуют совместно в единой системе, с единым центром управления и получают одновременно в режиме реального времени разведывательную информацию с датчиков, ну, под датчиками, сенсорами понимается и космические аппараты, и самолеты радиоэлектронной разведки. Вот, действуя совместно друг с другом, действуя совместно с наземными средствами и с разведывательной информацией, получается вот такая сеть. Ну, есть такой термин «сетецентрическая война», очень популярный в военных кругах. И действительно, это резко повышает эффективность авиации и в том числе F-16. Ну, повторяю, тут нет какого-то чудо-оружия, но это, да, если появится, скажем, 40-50, ну, 50 самолетов, лучше всего это 4
4 эскадрильи – это уже средства, это уже сила, с которой придется считаться всерьез. Ну и потом, ну, вот вы правильно сказали, это действительно и танки, они же тоже в этой системе работают, и самолеты в этой системе работают. То есть они друг другу передают цели. Я думаю, что вообще все это рассчитано еще и на американские разведданные, вот которые их самолеты, Конечно, спутники и так далее. Мгм. конечно, конечно. Вот это, ну, вообще разведка – это, ну, это все равно, что глаза, да. Если у вас плохая разведка, как в российской армии, ну, значит, плохо видит, где что происходит. А если разведка хорошая, и главное тут даже не только на получение этой информации, но и доведение ее в кратчайшее время до исполнителя. То есть вот спутник зафиксировал нечто, эта информация пошла на пульт, на центр управления, где она обрабатывается, и через несколько минут в идеале она должна быть уже у командира бригады или у командира эскадрильи, который действует. Ну, соответственно, вот это, в общем, это не только разведка, но и связь тоже. Это сильные стороны вооруженных сил Украины и слабые стороны у русских. Хотел еще спросить про, ну, в связи с тем, вот как наше ПВО работает, да, вот насколько теперь серьезными звучат угрозы? Я не имею в виду, могут ли они это применить или нет, вот могут ли они этого пожелать или нет, ядерной войны. Там 30% населения желает ядерной войны, но вообще безмозглые, то есть не понимают, что это такое, и даже не задумываются об этом, да просто не люди. Но даже руководство, там, учитывая особенности Путина, все можно предположить, и то, не будем гадать. Но насколько серьезно с военной точки зрения выглядит угроза ядерного удара, если значит, патриоты сбивают и кинжалы их, и, ну, носители, да, если ядерная, допустим, поднимется в самолет с ядерной боеголовкой, или они ее засунут в шахту, там, приведут, значит, в стартовое состояние, естественно, разведка американская об этом узнает заранее. И что может, допустим, помешать американским вот этим системам, управляемым украинскими военными, которые знают о намерении таком применить какое-либо ядерное оружие, допустим, сбить эту ракету над территорией России, например, да, не дать ей влететь. Вот сбили же во время операции, опять же, в Белгородской области или в какой-то, в Брянской, не помню, там 2 самолета, 2 вертолета сбили, по-моему. Да, я просто Три боюсь запутаться. вертолета. Да, ну то есть Три на вертолета территории. и 2 самолета. Да, Три уже. ну вот видите, то есть это уже фактически что? У них даже не может быть уверенности, что их ракеты, в случае, если они совсем сойдут с ума, донесут ядерный заряд даже. А что будет потом, ну я не знаю, это может вы предположите, если вдруг что-то такое. Вот захотел Путин ядерную войну, вот в нынешних условиях, учитывая украинское наличие ПВО и так далее, вот нынешнюю ситуацию, не как это было год назад или полтора, вот что это может быть? Эта ситуация сегодня даже не такая, какая она была месяц назад. Мгм. Потому что, по-моему, это 8 или 9, в общем, где-то в начале мая, в первой декаде мая, были сбиты российские кинжалы Мгм. патриотами, которые были нацелены на Киев, и несколько ракет «Искандер», в том числе, по-моему, и в вчерашнем ракетном налете на Киев были использованы ракеты «Искандер» баллистические. Вот до этих событий в Москве считали, и не только в Москве, считали, что кинжал и «Искандер» – это практически неуязвимое средство доставки тактического ядерного боеприпаса куда-то к цели. При этом «Искандер» может доставлять на расстояние до 500 километров, а кинжал на расстоянии до 2000. И поскольку перехватить эти ракеты считалось невозможным, ну, просто потому что их никто и не перехватывал. Ну, не было. Теперь оказалось, что патриоты, которыми управляют расчеты из Украины, вполне себе способны перехватывать кинжалы, причем перехватывать практически стопроцентной вероятностью. Это значит, что, да, решение о применении ядерного оружия, я имею в виду тактического, может быть принято, но вероятность того, что оно будет доставлено к цели, существенно ниже единицы.
А соответственно, тут возникает масса вопросов. А имеет ли смысл при таком раскладе применять это ядерное оружие или не имеет? Потому что сам по себе факт того, что оно уже было запущено, пусть перехвачено, но Мгм. запущено, уже может вызвать ответный удар. Или подготовка к его запуску вызывает превентивный удар. То А какой-то есть, это может быть удар не ядерным оружием по аэродромам, где базируется дальняя авиация, это стратегическая. Это может быть нейтрализация шахт вот этих ракетных и так далее. Что может быть, если вот Америка реально узнает, что они хотят начать ядерную войну? ну, первое, и вот это я не знаю, но первое, что я бы сделал, это нанес бы удар по тем базам, это могут быть ракетные установки тех же «Искандеров», или аэродром, потому что другой вариант доставки ядерных боеприпасов – это авиация. То есть, ну, в общем, можно понять, где, с какого аэродрома эта авиация может стартовать. Значит, нужно наносить удар прежде всего по тем носителям, которые находятся вот на старте. А это, в общем, в пределах возможностей у американцев. Потому что вообще, ведь, понимаете, если всерьез возникнет предположение о том, что Россия готовится, вот-вот готовится применить ядерное оружие, значит, это ставит американское руководство в очень тяжелое положение. А можно ли рисковать? А что делать, если Россия применит ядерное оружие? Значит, нужно наносить ответный удар, а может быть, лучше предотвратить это путем нанесения превентивного удара. А превентивный удар может быть и по носителям, это один вариант, может быть по центру принятия решений, ну, по бункеру путинскому, Мгм. например, если называть вещи своими именами. Причем это может быть удар так называемый ослепляющий. Это очень мощный термоядерный взрыв. Ну, там есть такие, собственно, давно уже, это были 80-е годы, даже раньше, уже были, значит, изготавливались тогда термоядерные боеприпасы, в которых значительная доля мощности от взрыва высвобождалась в виде радиоизлучения, ну, такого мощного электромагнитного импульса, Мгм. да, который выжигал просто все электронные системы. И тогда вся система управления этими ядерными боеприпасами, ядерными силами, она парализована. И связь Скажи, парализована. Скажите, Юрий, а как вы думаете, остались ли ну просто часто занадто оптимистично у нас говорили, что вот ракет осталось там на 2-3 недели, там, что там через полгода их уже не будет, и так далее. Они продолжают лететь в огромном количестве, и шахеды, ну я же даже про шахеды не говорю, но вот, ну, одни мои знакомые видели сбитую ракету русскую, ну то, что от нее осталось после работы ПВО. И вот как специалисты говорят, что там значительно ухудшилась начинка, да, ну, то есть они не такие глянцевые, как раньше, такой, ну, не сказать, что из говна и палок, ну, извините, но что-то там уже самоделкиными попахивает, да. Тем не менее, они их производят, и там Путин в 3 смены какие-то заводы запускает и так далее. То есть явно, ну, хочет на истощение, наверное, воевать и так далее. Вот какие резервы там человеческие и вооруженческие могут быть у Путина, если все останется, вот, ну, если, грубо говоря, Китай не войдет там со своим оружием и так далее помогать русским? Если говорить о ракетах и о современном вооружении, Да. то главный ограничивающий фактор – это импортные комплектующие. Вот ваши знакомые не случайно, наверное, сказали о том, что там уже не те, наверное, комплектующие, которые Да. были раньше, потому что, ну, вообще в оружие ставятся, есть такие
категории вот этой микроэлектроники, они называются Space и Military, ну, космические и военные, они должны выдерживать, ну, отвечают определенным критериям, да, должны выдерживать большие нагрузки, там, определенную производительность, температурные параметры и прочее. Значит, вот с этими компонентами у русских большие проблемы. А что они делают? Они через некоторые страны, ну, обычно называют Армению, Казахстан, Киргизию, закупают большое количество подсанкционных товаров, но не такого, не прямого военного назначения. Ну, например, стиральные машины или лэптопы или что-то еще. Расковыривают, вынимают значит, эту микроэлектронику и с ее, монтируют ее в систему управления теми же ракетами или в системы значит, управления огнем в танках, ну и так далее и тому подобное. Вот это важный ограничивающий фактор. Говорили о том, что ракет, что запасы ракет истощаются, они действительно истощаются, но никто же не говорил о том, что русские вообще не могут производить ракеты. Нет, назывались цифры там примерно где-то в совокупности 100-120 единиц в месяц. Я помню, вот эти цифры называл, ну, примерно эти цифры Мгм. называл, можно было вычислить, исходя из цифр, названных Алексеем Резниковым, где-то в начале года. Он несколько раз выступал, значит, публиковал ну, видимо, это данные разведки о количестве ракет, которые имеются у России, ну, и имеются на определенные промежутки времени, и, соответственно, можно было рассчитать, сколько ракет производится в месяц. Ну, вот примерно сотня ракет там. Ну, теперь давайте посмотрим, вот не так много ракет было использовано против Украины, скажем, в мае месяце. Вот сколько я сейчас, ну, где-то так, наверное, около сотни. Может быть, чуть больше. Значит, вот накопили какое-то количество и используют. Причем используют уже те, которые произведены во время войны, уже после введения санкций. Но отсюда и низкое качество, сниженное, точнее, качество этих самых систем управления. Я еще хотел упомянуть вот о чем. Я видел цифру просто точную, сейчас боюсь, я не вспомню. Что-то по 4000 втраты, ну, потери российской армии в бронетехнике. Это танки, ну и тяжелые БТРы, вот эти, ну, которые БМП и так далее. Насколько Россия может, если напрягшись, да, компенсировать такие потери и в какой срок? То есть, или это абсолютно нерешаемая задача, на ваш взгляд? Что касается цифр, вот цифры разные называют. Есть такая компания Oryx. Это компания, которая фиксирует на фотоснимках, на видео, на космических снимках поврежденную бронетехнику. Ну, не только Мгм. бронетехнику, в общем, поврежденные вооружения. Так вот, по данным Oryx, на начало года русские потеряли 7 с лишним тысяч танков и Ну, это бронетехники. даже я, значит, ошибся, то есть больше, то есть... Больше, да. Это в 2 раза меньше, чем та цифра, которую называет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Там речь идет примерно о 14-15 тысячах. Но, тем не менее, да, если посмотреть на цифры, которые публикует, скажем, Международный институт стратегических исследований, так вот, цифры любопытные. Значит, на начало прошлого года, на начало 2022 года, то есть до войны, в российской армии было почти 3000 танков, ну, 2900 там с чем-то, Мгм. действующих, ну, в регулярных частях. На начало 2023 года, ну, на 1 января, скажем, было 1800 танков, причем существенно уменьшилось количество современных вариантов Т-90, например. Так что общее количество танков сократилось на 1200 примерно. Но это нужно учитывать, что, во-первых,
модернизируются танки, которые снимают складского хранения, везут с Дальнего Востока, ну, в основном с территории к востоку от Урала, везут и их ну, приводят в какое-то боеспособное состояние на том же самом Уралвагонзаводе. Вот, и значит, они поступают в войска. Соответственно, потери танков были не 1200, а существенно больше. Ну, я думаю, что где-то порядка 2000 танков русские потеряли за время войны. Причем это были танки, в общем, ну, наиболее современных образцов, современных моделей. Скажите, а как вы думаете, Юрий, вот смотри, тут понятно, что один в один количество сравнивать нельзя, да? Но вот танки, о которых мы знаем, ну не берем те, которые есть на вооружении уже у нашей армии, но вот леопарды, там, ну, эти Челленджеры 2 и ну, еще разные, ну и в конце концов Абрамсы, я прошу прощения, да, которые то не просто танк, это тоже это целая система тоже, опять же, все. Значит, можно ли сказать, что в принципе через какое-то время, когда сформируются все эти танковые части, Украина будет иметь преимущество в танках перед русской армией или нет все-таки? А будет иметь преимущество, может быть, не количественное, потому что количество танков у России больше, наверное. Но дело в том, что ну, вот эти танки, о которых вы говорите, Леопарды, Челленджеры и Абрамсы, они имеют одну особенность. У них гораздо лучше бронирование. Мгм. И поэтому они менее уязвимы. То есть, если будет танковое сражение, да даже без танкового сражения, просто танки, которые действуют, ну, скажем, наступательные операции задействованы, то танки, которые получила и будет получать Украина, они менее уязвимы. И кроме того, есть целый ряд вот таких систем, которые позволяют использовать танки, скажем, в ночное время. Тепловизоры, там, приборы ночного видения и так далее. Это приборы, которые у русских находятся в дефиците, просто потому что они импортные. Ну, немножко перейду от военных дел к военно-политическим. Тут порвали все баяны в России, хоронили Залужного. Вот, ну, да. Теперь, значит, вроде как не удалось похоронить, как-то Залужный не был согласен, в общем, с этим намерением, и теперь они объявили его в розыск. Объявили Валерия Залужного, вот Следственный комитет или кто там у них. Вот, мне приятно, что, в принципе, я же в розыске давно нахожусь, а тут Валерий Залужный, такая компания просто мне очень нравится. Вот, по какой-то статье УК разыскивается, значит, ну вот, как бы, и что это вообще? Это вообще для чего? А это клоунада. Ну, что это может быть? Ну, давайте объявим. Вот мы с вами объявим в розыск президента Путина. Ну, что ему будет от этого? Так он Его же объявил, еще нет, поймут. минуточку. А, у него, да, у него Да, он же есть. Ну, объявлен, хорошо. да. Ну, у министра Лаврова, допустим, он вызывает у меня особую симпатию. Давно уже считаю, его пора в розыск объявить. Ну, так его же поймать надо. А мы можем его с вами поймать? Вроде бы не получается. Да, еще про одного политического трупа, то есть я не про Залужного, конечно, про Залужного не политика, во-вторых, он жив, а я политическими трупами имею в виду вот, таких, как вот эта унылая лошадь, вот, которая что-то там еще ворочает губами, наговаривает себе на приговор все больше и больше, вот, и есть такой еще, который вечно хоронят, ну, после Путина. Путина хоронит Валерий Соловей, такой странный человек, мягко говоря, хоронят где-то раз в месяц в среднем за последние 8 лет, вот, значит, а белорусская оппозиция хоронит все время Лукашенко. Это у них такой спорт тоже, да? Вот. А что с Лукашенко? Вот вроде как жив Курилка. А вот даже если предположить, что когда-нибудь, ну когда-нибудь все как бы там будем, да, вот все-таки есть еще какой-то гипотетический шанс, что Беларусь будет использована, во-первых, как плацдарм еще раз для нападения на Украину,
и белорусская армия каким-то образом, ну, Лукашенко явно этого не хочет, ну, он показал уже всем, да, но вот его нет, и какой-то барбос там из его окружения, естественно, русский шпион какой-нибудь, значит, вот это говорит, что мы вместе идем до конца, вместе, вместе и к концу, как говорится. Есть такая вероятность? Или Беларусь уже можно списывать, ну, кроме как плацдарм для полигонов, для ремонта техники там и так далее? Нет, ну, списывать ее, конечно, нельзя, вот как плацдарм, с территории Беларуси запускаются и ракеты, и там авиация базируется. Теперь ядерное оружие будет непонятно зачем. Но нет, вступить в войну вот непосредственно Беларусь, как мне кажется, кто бы там ни был у власти, вряд ли. Просто потому что, ну, посмотрите, в Беларуси сухопутные войска, именно они будут воевать. Это 11 с лишним тысяч человек, 11 с половиной. Это 4 довольно слабых мотострелковых бригады. Ну, много они навоюют? Я думаю, что нет. И боевая подготовка у них, боевого опыта нет. Разбиты они будут очень быстро. И вот это является, конечно, одним из сдерживающих факторов. Будь то Лукашенко у власти, будь то кто-то другой. А если Лукашенко не будет, ну да, такое что же может случиться? Там начнется борьба за власть, а в этой борьбе за власть всегда могут прийти к власти какие-то совершенно ну, это ослабление режима, и поэтому возникает возможность для оппозиции. А вы не рассматриваете такую возможность, просто сейчас так экстраполирую ситуацию с Белгородом на ситуацию с Минском. А что если, ну, белорусские войска, которые находятся в составе ЗСУ, белорусских граждан достаточно много. Вот это не сотни людей, это больше, да? Вот так вот решат, что, ну, как-то захотелось домой, в Минск, на драников маминых. Да? Вот такой вообще вариант, какой асимметричный, в принципе, возможен, потому что, ну, никто же не запретит гражданам Беларуси на дранике к маме освободить свою страну, например. Что готов Путин к такому развитию событий? Он даже там ядерное оружие разместил уже. Беларусь уже ядерная держава, ну, каким-то образом. Ну, если вот два полка, по-моему, Кастуся Калиновского Но там никто есть, их не сосчитает. Там есть что-то как бы чаще упоминается, что-то реже. Ну, так устроен медийный мир. ну На да. самом деле там много подразделений разных. Ну, не только. Вот, ну, а действительно, а кто может помешать? Если, да и потом, у меня-то большие сомнения в том, что белорусская армия будет воевать за Да, Лукашенко. да. А зачем? По-моему, он всем уже там надоел, ну, за исключением тех людей, которые там уже связаны с ним, повязаны кровью, я уж не знаю, вместе с ним, если он уйдет, значит, им нужно будет уходить вместе с ним. Но таких, я думаю, не так, чтобы уж очень много, а вот рядовой полковник белорусской армии вполне может сказать, а зачем мне нужно поддерживать И пойти войну. к жене есть драники домой. Ну, например, да. А ну, вот бригада, которой я командую, ну, она может подождать в казармах. Ну и я буду, конечно, грешен перед нашими зрителями, если я вас не спрошу про возможные сценарии на освобождение Крыма. Существуют разные предположения от бескровного абсолютно варианта, то есть просто ну, с такими предварительными ласками, чтобы там уже как бы сопротивление исключить и оставить только бегство. Потом тут россияне использовали дымовую завесу, решили, так сказать, вот дыма напустить на мост. Ну, наверное, на весь мост дыма не хватит, да и как-то, я думаю, ракеты дыма не очень боятся вот эти с наведением и так далее. Конечно, я понимаю, что все это гипотетически, но вот один, два, три сценария освобождения Крыма, которые могут быть, учитывая танки, F-16 и ракеты. Сценарий, любой сценарий освобождения Крыма предполагает, как я понимаю, ну, реалистичный и опирающийся на исторический опыт, предполагает перерезание, значит, нарушение коммуникаций, по которым подвозятся боеприпасы и прочее, что нужно для ведения войны. Значит, такие коммуникации идут либо через Мелитополь на Джанкой, либо по Керченскому мосту.
Ну вот, соответственно, если во время наступления вооруженных сил Украины, ну, допустим, да, Мелитополь будет освобожден или где-то вот будут перерезаны эти железнодорожные магистрали, и Керченский мост, ну, там дымом его заволокет каким-нибудь, ну, вот тогда все, тогда, собственно, Крым обречен на то, чтобы перейти в руки, вернуться в лоно Украины. А вам, ну, Ну, как вы не думаете, может, не может армия воевать без снабжения. ну вот Крым, он всегда был ловушкой для русских. Правда, чтобы 89 раз не наступать на эти грабли, они не могут остановиться, но все равно. Да, вот возможен вариант, когда русская армия просто покинет свои позиции, и пока цел мост, спасая технику и собственной жизни, но архивы они уже вывозят, там военные архивы, что она просто акт доброй воли совершит. Пока Путин жив, мне кажется, это маловероятно. Мгм. Ну, пока Путин у власти. А как только он от власти отойдет, я думаю, что там начнутся уже процессы, когда каждый будет спасаться, соответственно, своим возможностям. Ответили как дипломат, но в принципе я думаю, что вы правы, потому что, возможно, это произойдет и одновременно, кстати говоря, потому что Может быть, да. я, конечно, не мечтатель, я не верю, там Путин завтра умрет и так далее, но просто для них очень важно, вы знаете, не хуже меня этих людей или антилюдей, значит, моральное ощущение, что все. Я помню прекрасно, не устаю это повторять, время путча, когда огромная армия, огромное КГБ, не вышел защищать Советский Союз никто, ноль людей, ну, кроме этих Да. танков, которые, да, а потом ничего не было, да, то есть все может быть в этой прекрасной России без будущего. Дякую вам дуже, пане Юрію, за те, що знайшли час. Дякую вам за приглашение. Ну і глядачам скажу теж подякую. Що загалом нас дивіться АТР далі.